Меня зовут Павел Габышев, и я шеф-повар. Павел, расскажи, как пришло решение стать поваром? Это было давно, не так давно, это был 2010 год. Посоветовавшись с матерью, мы решили, мне надо куда-то идти. То есть я долго себя искал, и в один прекрасный день мама сказала, ты же вроде раньше любил готовить с бабушкой, то есть почему бы и нет. То есть сходи, может быть, это и твое. И тогда я пошел сначала на курсы поварские, а потом уже поступил в колледж. Вот с этого все началось. Каким было твое обучение после курса? Так, не сказать, что я был самый лучший на курсе, конечно. Мы обучались, то есть было очень интересно. Мы проходили практику различную, то есть разбирали, собирали, то есть смотрели технические составляющие всяких мясорубок. У нас было очень много практических занятий. Потом, когда уже моя учеба подходила к концу, то есть всех распределяли по практике, то есть кто где должен проходить практику. И так совпало то, что всех распределяли практически по столовым. И мне удалось поработать в столовой Дома правительства. То есть я выбирал либо один, либо два, то есть куда пойти. И мне сказали, лучше туда иди. Меня направляли учителя, то есть там старшие моего колледжа сказали, лучше тебе идти туда, то есть там более-менее хорошая школа. И какие были сложности? Интересно было? Первый день на практике был такой. Вообще, то есть, если ты девушка, ты идешь, допустим, на мучной цех, да, то есть готовить булочки, но меня сразу распределили в мясной цех, то есть дали мешок рыбы и сказали, почисти. И я на протяжении, допустим, недели, практически каждый день чистил рыбу, то есть, чтобы довести это до автоматизма, чтобы знать, как она разделывается, да, то есть, и потом все дальше и больше, допустим, рыба, мясо, вот что-то такие. Потом пошли полуфабрикаты, то есть это какие-то котлеты, да, то есть пельмени. Вот этому всему я обучался изначально. То есть вы сами заготавливали фарш? Да, конечно. Да, то есть мы крутили фарш, раскладывали в такие лоточки, там по килограмм 8, наверное, и то есть потом отправляли в дальнейшую. Это прям хорошая шкоа. То есть, получается, были такие этапы. Сначала разделка, потом заготовка. Мне кажется, это правильный этап, потому что ты должен знать азы. То есть, это не база, да, то есть там какая-то высокая французская школа, да, то есть это база такая русская, то есть там сначала рыба, какая-то заготовка идет, то есть ты должен уже работать именно с продуктом правильно, как это все делается, разделывается, а потом уже, то есть ты идешь по лестнице вверх, то есть уже какие-то супы, соуса, допустим, первые, вторые блюда начинаешь готовить. И сколько продолжалась твоя практика в столовой? Длилось недолго, где-то месяца 1,5-2. А потом мне предложили остаться в столовой, поработать, так как я не знаю, хорошо ли я поработал там или нет. Наверное, на тот момент у них не было там единицы в штате. То есть меня оставили, поставили в этот же мясной цех. И вот моя карьера там началась, я там проработал где-то, наверное, чуть больше полугода. То есть я обошел все цеха, сначала с мясного на горячем, то есть на холодном поработал на кондитерском цеху. То есть я все цеха обошел и потом подумал, что мне нужно идти дальше. А как начался твой путь уже к высокой кухне? К высокой кухне конец 2014, начало 2015 года. Вот, и тогда я узнал о технологии сous-вид, готовки в щадящем режиме, то, что можно готовить в вакууме, и много еще чего узнал. То есть я специально ездил в Москву, стажировался, то есть этому меня там всему обучили, показали. А как вообще обычно проходят стажировки? Стажировки вообще в Москве, в Питере, то есть стажировки проходят так, то есть ты приходишь, тебе выдают форму, то есть это есть в определенных крутых ресторанах. День. Да, в первый же день, то есть ты заполняешь заявление, то есть я такой-то, мне нужно пройти стажировку,
тебе выдают 2 комплекта формы, да, то есть все объясняет, где как должно лежать, во сколько начинается день, во сколько идет прием пищи, где будет твое рабочее место, как с ним именно обращаться и работать. Вот. Никто тебе сразу не пустит на кухню отдавать какие-то высококлассные, допустим, блюда. То есть это какая-то нарезка, это подготовка стейшена, то есть к самой раздаче каких-то вид нарезок, либо там листиков, либо, ну, если ты, допустим, что-то знаешь, ты уже там, ну, можешь делать соус. При этом к тебе прикрепляет какого-то старшего, который следит за тобой, который пробует и контролирует весь твой процесс. То есть как бы такой ментор, да, получается? Да. А как вообще организовать такую слаженную работу на кухне? Ты должен быть, ну, сам шеф-профессионал, то есть он должен знать все от А до Я, то есть все внутренние процессы, то есть кухонные, да, и при этом у него должна быть очень хорошая команда сплоченная. То есть без команды, я думаю, это будет очень сложно сделать. То есть команда это, которые не просто какие-то повара пришли и думают, что это люди, которые, ну, преследуют те же цели, что и ты. Какие у тебя сейчас профессиональные обязанности как шеф-повара? Я сейчас веду различные проекты, то есть это будет кафе, бар, ресторан. То есть я заключаю, то есть, договор с определенной фирмой, они говорят свои задачи, да, то есть что нужно сделать, потому что у многих фирм есть какие-то свои минусы, допустим, это неправильные коллекционные карты, то есть это неправильная работа на кухне, то есть что-то, то есть неправильно обученный персонал, что он, вот, и этому я обучаю всему. А что такое коллекционная карта? Карта калькуляции, то есть ты учитываешь себестоимость, там закладывается себестоимость, а ты потом уже делаешь наценку свою. То есть ты, получается, совмещаешь в себе еще функции ресторатора, да? Да, скорее всего, да. А вообще шеф-повар может быть хорошим ресторатором? Я думаю, да, потому что, ну, на Западе уже шеф-повар, он является совладельцем ресторана. А кто помимо шеф-повара еще работает на кухне? Я знаю, что есть су-шеф. Ну да, есть кухонная иерархия, да, то есть сначала идет бренд-шеф. То есть бренд-шеф – это тот человек, который контролирует от 2 ресторанов и больше. То есть он дает какие-то задачи определенные своим шеф-поварам. А шеф-повара уже, в свою очередь, выполняют его задачи, то есть они руководят кухней ресторана. У них потом идут су-шефы, то есть это правая рука шеф-повара. То есть они контролируют именно поваров. Они контролируют отдачу, они контролируют все то, что уходит в зал непосредственно. Потом идут бригадиры. То есть бригадиры на какой-либо станции, в каких-то больших ресторанах, они контролируют собственную станцию. Пускай это будут соуса и супы, там, горячие пасты, да, то есть они отвечают за этот цех. Потом идут линейные повара, которые выполняют все эти функции. Ну и, возможно, еще есть помощники. Вот. Как повара находят новые вкусовые сочетания? Мне всегда было это интересно. Ну, сейчас есть YouTube, да, то есть, ну, я, допустим, каждый день смотрю его, то есть какие-то прикольные рецепты. Ну, не то, что рецепты, я смотрю, что меня вдохновляет, либо листаю Инстаграм, потом перевожу это все на русский, и, ну, то есть смотрю по составу, как это интересно делается. Вот. А так, ну, это как-то само приходит, допустим, ты что-то сделал, то есть ты делаешь все правильно, и потом что-то добавляешь туда интересное, ну, думаешь, ну, почему бы не попробовать, да, то есть вроде как бы они два продукта, которые между собой сочетаются, то есть ты их смешиваешь, пробуешь, и потом, то есть что-то не хватает, может быть, кислоты не хватает, что-то. Ну, то есть ты всегда экспериментируешь. И при этом сейчас очень большой тренд идет на саму свежесть продукта, на его локальность, да, то есть если этот продукт выращен у нас в России, это будет вдвойне круто. И сейчас очень повара смотрят на свой перфекционизм. То есть это идеальная нарезка, то есть это очень красивая, пошинкованная, допустим, какая-то зелень. Да. Это смотрит на это.
чтобы была очень красивая визуализация. Само, чтобы блюдо интересно смотрелось в тарелке. Твое отношение к кулинарным курсам? Вообще они полезны, и можно ли, пройдя какой-то кулинарный курс, называть себя поваром? Если честно, я бы не ходил на курсы. То есть на стажировки, да. Угу. То есть я бы лучше поехал куда-нибудь поработал. То есть там месяц, два, три, то есть понял, как это все делается, работает. Кулинарные курсы, они больше для тех людей, которые, ну, мне кажется, хотят что-то как-то удивить каких-то, ну, родственников, да, то есть идут смотреть, допустим, как, ну, потому что проводит курс, я думаю, профессионал своего дела, да, то есть, который знает очень много, и поэтому там какая-то своя, наверное, возможно, атмосфера есть. То есть, как это все делается, допустим, все эти процессы. Ну, я сам проводил мастер-классы, и люди шли, ну, людям было интересно, как готовится, допустим, тот же определенный суп, да. То есть, там есть тоже определенные свои тонкости, которые, ну, в принципе, обычный человек не знает. Но профессионал это должен знать, и он раскрывает эти секреты. Людям, которые не связаны с ресторанной сферой, ну, да, я бы посоветовал бы почаще ходить, чтобы как-то менять свой мир, ну, свое мировоззрение, допустим, готовки. Это интересно. А человек, вот, у которого вообще нет никакого опыта, но есть прям бешеное желание заниматься профессиональной кулинарией, у него есть шансы? Ну, конечно, есть. Ну, то есть нужно начать, допустим, как я уже раньше сказал, на просмотров роликов на YouTube. Да, то есть где-нибудь в интернете искать какие-то статьи, какие-то видео, взять там, купить себе хороший нож, там, доску и начинать дома, если ты прям горишь этим, ты можешь начать дома, да, то есть удивлять своих сначала близких, там, а потом родственников, потом друзей и пошло-поехало. А так, да, я люблю больше проводить ужины. То есть это сколько-то там, 7-8 блюд, ты рассказываешь о них, сидят гости, все это вкушают, очень интересно. Когда блюдо готовилось именно непосредственно для тебя, то есть это же какой-то такой торжественный гала-ужин, да, то есть это все интересно и очень так, ну, притягивает. То есть это очень сейчас популярно стало. Ну, то есть популярно последние там 5 лет эти ужины. Вот в Москве ты же работал как раз в ресторане, где есть некая театрализация, да, получается? Да, там это называется по-новому гастрономический сет. То есть ты платишь определенную сумму денег за 8-9 блюд, оно сопровождается каким-то винным пэрингом, да, вот, либо безалкогольным каким-то сопровождением. И сам шеф-повар подходит к тебе и рассказывает, как это вообще, то есть как это блюдо создавалось, сколько оно там выдерживалось, делалось. Такое и сколько живое приложено общение, было да? сил, да. Живое общение очень важно сейчас в современной кухне. Раз мы уж начали говорить о твоей работе в Москве, есть ли разница между тем, как работают шефы в Москве и в Якутске? Разница колоссальная. То есть, во-первых, сам процесс работы. То есть, там, если это ресторан, ну, средний либо большой, то есть там четкое распределение, кто за что отвечает есть. Именно в крутых ресторанах набираются в основном фанатики, то есть сам шеф принимает собеседование, там никто не ленится, там чуть ли не на всех стенах написано, то, к чему они, допустим, идут, и ну, это туда люди идут, ну, любящие свою профессию, нежели, допустим, здесь как-то от безысходности. Ну, здесь я не говорю, что как бы здесь есть, все работают, допустим, ну, лишь бы работать. Тут есть ребята, которые любят эту профессию. Ну, порой как бы иногда слегка они как бы забываются, либо путаются, да, то есть что им делать потом. Возможно, у них нету каких-то, либо что-то их держит здесь, либо они не готовы, допустим, ехать в другой город. Вообще, мне кажется, то есть, ну, вообще любой человек, неважно повар, как бы он должен поработать в мегаполисе. То есть это очень большой скилл. Это прям прокачка. Вот. И
Я вообще всем поварам советую, чтобы выезжать на практику, то есть повышать свою квалификацию где-то раза 2 в год. Павел, расскажи, пожалуйста, как происходит прием на работу у молодых поваров? Так, если это был бы мой ресторан, да, то есть, представим то, что я открыл свой ресторан. Мгм. Кстати, мы планировали в этом году, Мгм. но пока нет. То есть, человек должен приготовить что-то, то есть что-то простое. Мгм. То есть, и я сразу посмотрю вообще, кто этот человек, что он умеет. То есть, обычные простые блюда. То есть, пускай это будут какие-то яйца, какое-то мясо, да, то есть, чтобы он пожарил, сделал какой-нибудь вкусный соус. То есть, так я проверяю, что этот человек может. Мгм. И какие-то внешние факторы, допустим, чтобы он был, допустим, он приятно одет, допустим, как он ведет себя на кухне, если у него, допустим, если у него китель, чистый ли он. Мгм. То есть, Интересно. эти все факторы, допустим, судят очень о человеке много. Сейчас же даже HR смотрят чуть ли не какой знак гороскопа у кандидата. Кстати, в Москве это давно уже, допустим, практикуется. Да? То есть, встречают там по одежке, допустим, те же повара, они, то есть, приходят там прям с иголочки одетыми и уже вливаются в эту работу. То есть, и все наблюдают за ними. Мгм. Это в мультике «Рататуй» было. Героиня говорила, что для повара очень важно, чтобы рукава были чистые. Рукава? Да. Да. Да, то есть получается вот отбор персонала в ресторан. Надо ли подавать какое-то резюме? Резюме тоже важно, да, то есть человек смотрит поверхностно, где он работал, какой у него опыт. Складывается впечатление, что то есть опыт большой, значит, он много умеет. То есть этому человеку можно поставить плюсик, то есть собрать несколько резюме, то есть потом их собрать все вместе, этих представителей, и то есть провести беседу. Как же я сказал уже ранее, то есть можно сделать какую-то мини-дегустацию для шефа либо для руководства, что они именно умеют. Вот мы все поняли то, что готовка – это твоя страсть. Что еще тебя вдохновляет? Помимо готовки, я не так, конечно, постоянно занимаюсь спортом, но поддерживаю себя в хорошей форме. Я стараюсь бегать, то есть бег по пересеченной местности, у меня тоже это бег по горам. Вот. Также какое-то ОФП, то есть я прихожу там, может быть, раза 2 в неделю в тренажерный, то есть просто для поддержания то есть тело в тонусе, чтобы держалось. Вот. И в последнее время у меня появилась страсть к эндуро-мотоциклу. Я вот в этом году хочу себя попробовать. Будем ездить. Путешествия? Путешествия, да. То есть, мне кажется, путешествие это не хобби, это нормальное явление. То есть человек должен путешествовать, человек должен видеть мир другими глазами. Это же очень интересно, допустим, когда ты там выезжаешь в какую-то за границу, то есть какие-то видишь какие-то чудо света, допустим, в тот же Египет поехать, в тот же Париж, допустим, на Эйфелеву башню посмотреть, да. То есть это очень все интересно, и я думаю, нужно видеть мир другими глазами. А гастротуры? Гастротуры? Как ты к ним относишься? Если только в Грузию или Италию. И все. Почему? Не знаю, мне эти страны манят как-то по-своему. Вот. И можно еще во Францию. Можно еще самому же гастротуру организовывать. Сейчас вот в Якутии такая тема пошла. Гастротуры на Ленские столбы. Да. Да, сейчас при нынешних санкциях, то есть это будет классная идея. Да. Как получается совмещать семью, кухню и бизнес? Сложновато. Семьи пока нет, но я думаю, она будет. Да, в будущем. Сейчас пока я зациклен только на своей работе. Развитие. Да, на своем развитии. Вот. Пока только это. То есть, совмещать 6 дней в неделю, в принципе, с одним выходным для меня это вполне нормально. То есть это хороший тайм-менеджмент? Да, я бы сказал так. То есть я расписываю день, то есть в ближайшие 2 дня, что будет. То есть прям беру в телефоне и в заметках, допустим, полностью по времени
Мы хотели открыть в этом году ресторан с партнерами, то есть собственный ресторан. Мы практически уже нашли место, но сейчас в мире, ну то есть мы сейчас понимаем, что сейчас происходит, то есть я это не одобряю, то, что сейчас происходит. И поэтому мы как-то заморозили этот наш проект на неопределенное время. То есть, он уже практически готовый. То есть мы много уже посчитали, заложили суммы. И пока ждем. Мы это обсуждали в феврале. Мы думали, что вот у меня все проекты сейчас идут до мая, да, то есть, и вот это все вот это случилось, вся вот эта история. И сейчас как-то находить надо что-то дальше. То есть, да, у меня не такая работа, что, допустим, я знаю, что я буду через год делать именно здесь. Ну, то есть, как и многие, я так скольжу именно по лезвию. То есть, вот, непонятно, что будет в следующем году. То есть, мне кажется, так интереснее жить. То есть, ты всегда находишь какие-то там пути, обходы, то есть, у тебя мозг начинает думать по-другому. Вот мне прям это, в кайф. А если бы ты открыл ресторан со своей авторской кухней, какая кухня это была? Это был бы наш местный продукт, да, то есть сезонный продукт, и я бы его сочетал с теми блюдами, которые мне нравятся. То есть сочетание, какие продукты мне нравятся. Потом, если позволяли бы возможности, я привозил бы других шеф-поваров сюда. То есть для каких-то званых ужинов. Это было бы информационно привлекательно очень. Также, вот эти ужины мы бы тоже, наверное, проводили. И самое главное, я бы поддерживал, допустим, местного производителя, как-то налаживал бы, мы бы как-то с ними разговаривали о продвижении их товара через наш ресторан. А вообще у поваров у них есть какой-то один стиль работы или они могут прям несколько миксовать? У каждого есть свой стиль. То есть там одного, другого, один, третий. То есть, чтобы добиться своего стиля работы, ты должен уже что-то иметь за плечами. То есть ты не должен, то есть есть ребята, которые не пойми, что делают. То есть, мне кажется, у них нет собственного стиля, потому что это как-то всякое что-то набрызгано, там, намазано, непонятно что. То есть картинка как бы есть общая, то есть что-то там интересно, какой-то там, обычному посетителю, гостю, это хорошо, но своим профессиональным зрением я смотрю, что нету вкуса, нету той перфекции, то есть нету прям индивидуальности. Да, индивидуальности нету, там сочетания вкусов нету, но есть там какая-то там мега там подача из каких-то там микрозелени, там пудра, что. Совет всем, кто хочет попробовать себя в кулинарной сфере. Вообще, то есть это же очень такая недооцененная профессия повара, да? Мне бы очень хотелось, чтобы больше наших ребят, молодых, талантливых, шли на эту профессию, дабы дальше, допустим, чтобы о нас говорила вся Россия, там весь Дальний Восток, то, что вот ребята с Якутии, они могут заявлять о себе, допустим, не только там смотреть на Москву и Питер, есть как бы и Дальний Восток, есть Якутия, где очень много хороших, талантливых ребят. Просто, возможно, они как-то думают, зачем, то есть я буду работать там в столовой, там 10 лет, там получать какую-то зарплату, то есть, не хотят как-то, знаешь, как-то все сковано, то есть не любят где-то приковывать в себе взгляды, не любят, допустим, как-то оставаться в стороне. То есть, нужно, вот поэтому нужно работать в мегаполисе, мне кажется. Сейчас все очень меняется, сейчас идет такая тенденция, то что человек, который проучился 5 лет, да, то есть он занимается совершенно тем делом, что ему нравится. Допустим, те же девушки красят ногти, наращивают ресницы, да, то есть делают мейкап. Это круто, и все это сейчас передается через Инстаграм, да, то есть это у тебя там большой поток
сразу клиентов, да. То есть, ну, тоже делаются и в кулинарной сфере. То есть у меня есть один знакомый, который работает врачом, но хочет по совместительству стать тоже поваром. Нужно делать то, чего ты хочешь, допустим, а не как-то насильно себя заставлять и сидеть на работе там, ну, потому что это надо, либо потому что ты, ну, боишься там потерять свое кресло. То есть, ну, уходи как-то в свободное плавание, ищи себе, занимайся тем, ну, что ты любишь. Друзья, это был проект Insider библиотеки Smart. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.